И расскажи всем с Новым годом. Всем с Новым годом. Да, вышли, ребят, на свое село. Вот здесь у нас сейчас в данный момент будет проходить салют. Всем. Всех с Новым годом, да, Кирилл? С 2019, да? Это нормально уже. Что, ребят, вот такой салют. Столько народу приходило. Вот здесь живем рядышком. Здесь у нас площадь недалеко. Ребенок заплакал, что закончился салют. Но от себя, ребят, всех с Новым годом, счастья, любви, удачи, на связи. Ребят, всем привет. 3 января, раннее утро. Ну что, начинаем рыбалочку. Хорош балдеть. Всех с наступившим Новым годом. В данный момент, ребят, 6 час утра. Сегодня отличная погода, тепло. Правда, идет мощный снег. Сегодня крутые приключения. Едем за хищником. Сейчас в данный момент надо добраться до поселка, выехать как-то. Ну а там до Жени. Женя меня ждет. И на мотособаке, ребят, в тайгу, на забытое старое озеро пробовать ловить щуку. Так что, думаю, будет все интересно. Будет здорово. Весь в предвкушениях, ребят. Наконец-то рыбалка, наконец-то отдыхаем по-настоящему, как я люблю, как мы это умеем. Так что, ребят, не переключаемся. Понеслась. Здравствуйте. Вы дозвонились в службу такси. Если у вас есть дополнительные условия к заказу, пожалуйста, сообщите о них оператору. Здравствуйте, будем набрать. Доброе утро. Можно молодежно 124, пожалуйста. Что, ребят, так и думал, что такая кутерьма будет. Все-таки праздники, Новый год. Люди отдыхают. Сейчас закрытие там баров, клубов и так далее. Ну, домой. 1,5 часа мне надо ждать. Дозвонился до еще одной такси такой, так скажем. Ну, сказали, вроде как найдут машину. Попросил то, что надо срочно выезжать на рыбалку. Если, говорю, не найдете машину, то будет беда. Специально вышел за час пораньше, чтобы... Ну, почему-то так и думал, что надо выйти почаще, пораньше, за час, чтобы надыбать машину. Иначе я не уеду. Погода плохая, ветер, такая метель идет. Вот рюкзачок мой, полный рюкзак. Сегодня жерлицы, хищник. Короче, ребят, пока ожидаю возле подъезда. Не знаю, должны перезвонить, будем ждать. Что, ребят, добрался до поселка. Вот уже в поселке. Вот уже Женин дом стоит. Все, Женька уже собирается. Поселочек, родина моя. С отсюда будем стартовать. Хорошо успел. Думал, вообще не успею. Так что успел, нормально все. Ну, сейчас, ребят, поездка на мотособаке. Снежная. Что-то под утро навалило снега так. Пушина такая снежная, то будет заметать жестко. Ну, я думаю, нормально доберемся. Сегодня тепло, так что будем выезжать. Что, ребят, Женька выезжает на своем БТСике. Сейчас грузимся и погнали вперед.
подъем, ребят. Ну, Женька нормально справился, пришлось слезть. Проезжаем маленько, так что все нормально. Продвигаемся дальше. Снимать не получается, так как заметает сильно. Но ход хороший, так что прям. Добрались до точки ловли. Уже рассветает. Начинаем расставляться. Женька расставляется. И там друг приехал, знакомый, Саня. Женька вчера красавец наловил живца. Вот такая плотвичка. Вот. Сегодня будем здесь рыбалить щуку. В данный момент буду расставляться вот здесь. Здесь костер будет у нас, а Женька выше пошел. Короче, вот такие дела, ребят. Так, ну что, последняя жерлица. Все вроде расставились. Весь потел. Еще болею немного, блин. Простыл. Как обычно на празднике. Это надо умудриться. Взял, ребята, вот такие жерлички. Правда, дорогие. Есть индикатор смотки. Не знаю. На пробу взял. Если понравится, то будем переходить. Так. Ну, вроде все вроде дела сделано. Идем на базу, костерок. Что, Ну и ребята? ожидаем. Заканчиваем расставляться. Вот где Женька получается. У него начало. И вот мои в шахматном порядке. Два мужичка на той стороне. Они еще по темну приехали. И вот буквально сейчас недавно вот еще два парня приехало. Не знаю. Ну вот таким образом. Место здесь знакомое, Женя знает. Здесь сегодня и будем пробовать ловить. Что, ребят, хотели выпить по 100 грамм, но в итоге уже не сработка. Уже не сработка. Сейчас пойдем смотреть. О, мотает. Жень мотает. Ладно, отпустим ее, наверное, мелкая слишком. Минус живец. Женька молодец. Все попало, не берет. Красавчик. И живца не взял, да, с собой? Щелк только слышно было. Да, хорошо слышно, с бубенцами тем более. Ну вот так, ребят. Прошло буквально полчаса, наверное, сработочка первая. Вот, ребят, все, работа начинается. Добрались. Толкач. Раньше был мотобуксировщик. Купил в этом сезоне вот такие вещи. Сейчас едет, балдеет. Здесь поляна у нас. Чаек, немного горячительного. И рыбалим. 3 января, ребят. Отдыхаем. Я рад, что вырвался. Просто
Женька пошел ставить живца. Первая сработка. Полчаса рыбалки. Отлично. Так, ну что, попробуем на балансир. Попробуем окуня помучить. Вроде как есть. Так, была сработка сейчас. Ну, живца сбила. Так что пока поиграем балансирчиком. Что, ребята, еще сработочка у Жени. Немного пообщались. Самая дальняя у меня жертва. Флажок. Ну, недавно она бахнула. Сейчас будем проверять. Вода на льду. Проваливается. Есть промоин. Ладно, сейчас посмотрим. Что, ребят, две сработочки. Одну Женя поймал небольшую, отпустил. И одна сейчас холостая. Ну как холостая. Живца сбила. Так, еще были пару сработок у мужиков по той стороне и напротив нас тоже походу мимо. Пока сидим, ожидаем. Сейчас попробуем побырить окуня, поищем. Может окуневого найдем. Ну, короче, пока балдеем. Погода шикарная, так что отдыхаем, ребят. Что, ребят, вот и мой флаг загорелся. Сейчас будем проверять, смотреть. Но вроде не мотает. Не мотает. Только лупануло и стоит. Сейчас подождем. Чем плохо вот эти катушки, то что тут походу борода, да, так и есть, борода. Сбила живца, -1, бля, сбила. Вот эти дешевые катушки, то что они, почему плохо, то что постоянно борода. А мужик побежал, тоже сработка. Вот тут как-то так, ребят, резко сразу все сработки получаются. Что, ребят, время около 11, наверное. Ну, тишина пока, сегодня тишина. Буквально 3 дня назад Женя здесь добыл 6 штучек неплохих. Одна даже за двушечку, наверное. Народ тоже были поклевки, но мечутся и в холостые поклевочки. У меня вот сейчас буквально полчасиков тоже сдернула живца и все. Сейчас Женька решили передернуть. Ну, просто проверить живца. Может, в траву запутался или еще что-то. Не знаю. Пока вот такие дела. Живца здесь, ребят, поймать невозможно. Почему Женя ловил на другой реке, получается. И сегодня вот приехали уже с готовым живцом. Живым. Дома сохраняет. Ставит в бутылку. От аквариума берет фильтр вот этот водяной. И кислородом питает, чтобы дожил до рыбалочки. Развели костер. Женя вот тыкает живца, тоже смотрит. Сейчас, наверное, перезабросим. Ну, не знаю, покушать что-нибудь приготовим. Короче, вот пока вот такие дела, ребят. Бывает полезно вот так, ребят, перезакинуть, перепроверить. Мало ли где подзапутано или в траве где-то
еще что-то. Все хорошо, все нормально. Да, ожидаем поклевочку. Конечно, крутая тайга, ребят. Смотрите, какой березняк. Такая чаща интересная. Вон здесь осинка лежит. Зайцы питаются. Но обычно сами лесники валят осины для лосей, для зайцев, чтобы был какой-то корм. Вот смотрите, как поголодали зайчишки. Все сгрызли по осени. Ладно, сейчас перезабросим, так скажем, перепроверим. Ну и ожидаем поклевку, ожидаем. Пока получается на 7 человек, то, что сегодня здесь присутствует. Женя поймал одну, которую отпустили. И много холостых поклевок у всех, в принципе. Так что как-то так. Вот бьют ключи, наверное, ребят. Смотрите, вот такие промоины. Опасные. Можно завалиться нормально так. И будет вообще не здорово, не классно. Столько километров от населенного пункта провалиться не будет вообще никак. Походу мужиков сработочка. Бежит. Не знаю. Только походу перезабросили. Видали, ребят, сразу поклевка. Вот это тоже группа полезно делать. Полезно вот так передергивать, проверять. Не знаю. Зума нету, сейчас посмотрю. Может что и возьмет. Но бежит, походу мотает. Приобрел, ребят, себе газовую горелочку. В таком кейсе. Сегодня на ней приготовлю обед. Ну как приготовлю, разогрею. Взял с собой там кое-что интересное. И выпьем по рюмочке от Илюхи в Германии. Подарочек. Илюха, за тебя выпью твои прикольные вещи. Разожгли костер. Но горелочка есть, так что сейчас красиво все сделаем, будет все в аккурате. Женька пошел сделать круг почета. Тут такая, ребят, тема есть. Надо сделать кружочек, пошевелить рыбку. Обычно это помогает. Женька сказал, что так работает. Сейчас сделает, вокруг желез покатается. Ну, я пока что-нибудь кушать приготовлю. На Новый год, ребят, сделал себе подарок вот такой. Все, был баллон, горелка. А сейчас взял себе, ребят, вот такую тему. Газовую горелочку. Прикол в чем, ребят, в ней? То, что она как бы универсальная. Можно ставить баллон, а можно подключать вот такой переходничок. И уже подключать, ну, непосредственно газовый баллон, ну, большой. И уже топить палатку. И что-нибудь еще. Сейчас подсоединим. И приготовим что-нибудь покушать. А что-нибудь сегодня будем готовить плов. Сегодня будем конкретно готовить плов. Так, где-то у меня здесь баллончик есть. Так, есть баллон газовый. Так, ребят, ставим сопло. Такой зажим, чтобы баллон не уходил. И все. Пошла жара. Переворачиваем. Все. Горелочка работает. Все шикарно. Все красиво. Ташкент. Так. Рукавички в сторону. Так, ребят, пока Женька гоняет, поехал до мужиков. Все, плиточка работает. Тепло пошло.
Берем сковородочку нашу. Сегодня, ребят, взял пару банок плова. То, что мне подгоняли. Возьмем наш плов. Ташкентский. Консервированный плов, ребят. Клевая штука вообще для походов. Такая баночка весит 335 грамм. Пакетик побежал куда-то. Вот так вот. Насфа никакого не добавляю. Все здесь. Это с курагой. Это получается с изюмом. Крутая штука для походов. Так. И плов наш пошел. Как удобно, шикарно, прям на льду. Просматриваем про сработочки, мало ли сработки. Ладно, первая есть, вторая. Вот так. Так, это не выбрасываем. Это домой. А вон и Женька летит. У Женьки стол здесь. Вот так вот, клево, вот так нормально. О. Так, сразу сюда это все дело. Досточка. Порежем хлебушек. Нормально. Так, это тоже все сюда. Ничего не выбрасываем. Не забываем помешивать. Вот красота. Вон, ребят, прямо на баркасе готовим кушать. Тут как стол. Женька сделал защиту, чтобы снегом не забивало. Отлично. Ну и за Илюху из Германии я обещал выпить его Новосема. Так что, братан, за тебя. Ребят, прям сработка. Пока готовили кушать. Бежим. Прям слышал, Жень, пока готовил. Я по телефону болтаю. Ты как-то слышишь? По телефону болтаю, слышишь?
Женя, Женя. Подождем или что? О! Есть вторая. Но это, мне кажется, можно уже взять. Это-то по-любому, Жень. Это уже нормально. Жареный. Иди сюда, иди сюда. Смотри, как сёк ее за губы, да? Ага. Красиво. Ну все, Слушай, я ее возьму. с починчиком. Красота. О, обед готовится. И сушек бым-бым. Звонок. Возьмем. Возьмем, красота. Ну вот что. Живца надо даже. Есть, ребят, есть поклевка. Здорово. Красота. Ну что, друзья, сработочка. Жерличка пока не мотает. Стрельнуло что-то, но молчит. Подождем. С бубенцами хорошо слышно, что сразу сработка есть. Слышал? Да, конечно. Вообще шикарно слышно, что сработка сразу ориентируешься, голову поднимаешь, бац-бац, все видно, флаг. А так пока сидишь, общаешься, так вообще не поймешь, можно и прозевать. Ага. Ну смотри, что-то сдернуло, короче. Шнур положила. Подождем. Резануло, походу, и все. Нет, все. Ну, вообще. Что-то даже как будто там Да. башкой боднуло. И все, короче. Намека нет. Только такая рыбалка сегодня. Так, ребят, мимо, ну сразу у знакомого на том фланге тоже сработка. Взял небольшую, поцеловал и отпустил. Молодец. Вот за это надо лайк ставить по-любому. Уважает свое место, берегет рыбу. Вот так. Но мы кушаем, ребят, отдыхаем. Кушаем, отдыхаем, плов. Немного выпиваем. Сегодня отдыхаем. Такая рыбалка. Ждем трофея, все равно ждем трофея. Но есть доводы, то, что у нас один с экспедиций взял там хорошую маму. Сейчас езжу, проверю, что за там хорошая. Сейчас, ребят, прокачусь на нормальной технике. Вот на такой. Сейчас ездим, посмотрим трофея. Там ребята добыли, так что пол крючка. 3 секунды и заводится. По-любому. Бля, ну тут как машина, Женька, слышь? Конечно, мотоцикл. О, бля. Ноги сюда. Во, руль, ногами рули. А, да? Руками помогаешь, да. Все, понял, погнали. Че, ребят, понеслась.
Вот, ребят, трофейчик. Вот это да. Вот это нормальная женщина. Ху-ху-ху. Хорошая девочка. Да. Ребят, приехал до экипажа посмотреть на трофей. Чё, неплохой трофей. Вообще хорошая щуканза. О, достойная. Ух ты, блин. Вообще хороша девочка. Жирная. Саня, правда, отошел. Сейчас до Сани доеду. Да, неплохая щука. Взяла здесь. Отличная просто. Что, едем дальше. Щуку сейчас уберем с дороги. Местным. Ну, в итоге вот такая ситуация. Ну ничего, трофеи взяли, все равно радует, что есть щука, есть крупная щука, что можно ловить, можно добывать. Так что, ребят, все впереди, все будет, все впереди. Ребята, сработочка. Женька только загрузили маленько. Пока покатался, в итоге сработал. Ну, дай бог, что щука. Будем сейчас брать. Жестко и уверенно. Да, Женька, это твой глубинец. Он крайне стоит. Сейчас будем, ребят, проверять. Есть, ребят, есть щука. Есть еще щука. Мотала хорошо. Сейчас вообще раскручивал, пока шли. Паузу сделал. Блин, с бубенцами вообще шикарно. Сидишь, слышно вообще. От лагеря, ну, метров 100, наверное. Если не больше. Испугали, что ли? Нет. Не должны. Стоит, она видно стоит. Последняя у тебя. Сейчас будем смотреть. О, вон, есть. О, опять мелкая. Мелкая, бля. О, ну нифига, пойдет. Пойдет? За год, смотри, Жень. Красавица. Красавица. Да, взяла, встала. Смотри, как берет-то, блин. Ну, берет-то уверенно, да? Сразу. Слушай, я даже не знаю, верю, не верю, но... Живец-то где, Жень? Там уже. Живет, все, аминь. А вон, смотри, пасти, да? Да, в пасти, вон, хвост торчит. Да, Ага. там же все, она же... Все равно ништяк. Вырубай.
Ребят, идем, щуку несем. С пасти что выпадает. Смотри, Женя, так кушок мелкий. Да? Вообще мелкий. И Катя-то где она таких берет там? Не знаю. Андрюх вот так вот поболтал. Офигеть. Выпали. А смотри, сколько тут. Ё-моё. А вон еще смотри. Вон их тут. Ну ты же рассказывал порол. Да. Что Офигеть. вот так вот поболтал. Ой, блядь. Вон еще. Что не это, палка. Нет, это палка. Вон еще. Вон еще. Они прут. Нифига, тут что-то вообще тут питания нет, смотри, нормального. Слушай, если ковырнуть, там еще есть. Там давит она просто этого малька. Смотри, какой окунь. Офигеть. Мелочь вообще. Сантиметров 4-5. Вообще. Давид, смотри его. Он еще не переваренный толком-то вообще. Что, ребят? Ну вот пока вот так. Ну как пока. Осталось час рыбалки, наверное, и будем сворачиваться. Ну щуку сегодня у всех не важно. Здесь обычно бывает веселее. Но трофей с нашего экипажа взяли. Там около 3,5-4 килограмм щука. Ну и вот сегодня еще вторая такая же красавица. Ну жареная нормально. Ну не знаю, может еще может под вечер стрельнет. Так что будем ожидать. Будем ожидать. Одинка какой-то сломанный. Че, провалимся, да? А, дыра. Жень, давай тут чуть левее. Лампочка что-то горит. Аккумулятор нахуй посадишь сейчас. О. Че, бать, поломался? Полыня, да вон здесь, она там. Женька там вообще вон жилицы ставят вокруг них. Че, бать, подвела техника, да, импортная? Что случилось-то? Не в курсе? Перемень? Да у тебя щелкнуло что-то так нехило, блин. Да? Я вон тут стоял как раз рядом. На 13 Щелк. 10 головку надо. 10 головок. Женька, у тебя вроде головки есть, да? Ну, на ключевые. У меня, да, тут чуть есть. А ремень-то есть, бать, запасной? Что, ребят, начинаем сматываться. Еще походу батю надо тянуть будет в деревню, блин. Приехал провериться, обстановку посмотреть. В итоге сломался, блин, на динго. А Женька добрая душа. Сказал, что повезем. Значит, что? Щуку увидели, все равно кайфанули. В принципе, вылазка получилась интересная. Мне понравилось здесь находиться с хорошей компанией, с хорошими людьми. Так что день провел отлично вообще. Сейчас был выходные, на диване провалялся бы все равно под телевизор. А так здорово. Щуку поймали. Добыли трофей, правда, не мы с Женькой, но наши люди тоже поймали. Щуку повидали, так что нормально все. Женька, сматываемся потихоньку. Куча воды на льду. Потихоньку выходим. Ну как, сматываемся и выдвигаемся. О, не прет вообще, бродяга. Водище вообще море. Кстати, ребят, смотрите, полыня. Здесь такая дыра. Чуть не провалился мужик, блин. Сейчас будем ремонтировать. Пошел. Только туда въезжай. По-моему. Ё-моё, вот, ребят, запара.
ебать, скажешь? Тут, наверное, этот полетел, блядь. Да хуйня, блядь. Не жмет, наверное. Тут да, блядь. Сейчас тут гадать, думать, это тяжело вообще. А у тебя получается, что не трогается, скорости не трогается? Это же должно, блядь, ходить, наверное, блядь. Скорость, по-моему, качает. Ну-ка попробуй скорость включить. Скорости ботинок. Ребята, работает нормально. Осталась спасательная, ребят, эвакуация бати в деревню. Деревня здесь за лесом. Женька, Саня, остальные уехали. Готовы помочь. Ну а что сделать? Беда у человека. Сейчас будем тащить его в деревню. Вот такие дела. Воды, ребят, смотрите, сколько воды. Собака просто не едет. Сейчас будем цепляться, тащить. Ай, толкай давай. Гусеница замерзла. Рулить надо, рули. Гусеница замерзла. О, давай еще подпинай. Блять, гусеница еще замерзла, ребят. Беда бедовая. Надо распинать ее. Гусянка вообще маленькая, да? Собираемся, ребят, зыбучек, льдов, тащим дингу. Короче, едем только ночью домой. Ну а что сделаешь, надо выручать. Сейчас Саня меня тащит на санях. Женя взял дингу на прицеп. Но в итоге, короче, выбираемся, ребят. Беда да печаль. Ладно, что, выезжаем потихоньку. Тянем, ребят, динго в гору. О, не прет вообще никак. Стараемся тянуть его. Женька 2 раза спустился, поднялся, чтобы колью нарезать. Хоть как-то. Вот так вот тянем, ребята, его в болоте. Бегемота.
поселочек виднеется. Выбираемся с тайги. Вот это путешествие, ё-моё. Ну а что сделаешь? В обиду не дали на старичка. Женька прет. Мы летим с горы. Так что вот такие приключения. Что, ребят, выбрались до поселка. Женька поехал деда тащить по дороге до деревни. Саня меня вытащил к дороге, позвонил сейчас. Машинка едет. Вот такие приключения, ребят. Ну, в целом, все здорово, все классно. То, что устал, это нормально, усталость. Кайфанул, все лучше, чем дома. Так что, ребят, с Новым годом. Любите природу, любите рыбалку. Дрюнь на связи. Всем удачи, всем пока.